Гражданская война 1919 года в Ингушетии. В этом году исполнилось 100 лет со времени этих трагических событий. Как все самое важное, поворотное и судьбоносное, гражданская война и предшествовавшие ей события нашли отражение в национальной литературе. Редко кто из ингушских писателей старшего поколения не обратился в своем творчестве к этой теме. В предыдущих выпусках нашей программы мы уже рассказывали об отдельных произведениях ингушской литературы, посвященных Октябрьской революции 1917 года и гражданской войне. В частности, роману «Сыновья Беки» Ахмеда Бокова и повести «9 дней из жизни героя» Багаудина Зязикова. В этом выпуске мы решили сделать обзор по наиболее крупным произведениям. Благодаря тому, что ингушские писатели ставили цель не просто написать о важных исторических событиях, но и воспроизвести реальную картину этих событий, произведения сегодня представляют серьезные исторические источники. Багаудин Зязиков и вместе с другими писателями, Идрисом Базоркиным, Боковым, Черкеевым, они все стремляются изучить историю народа в гражданской войне. Вот. И об этой гражданской войне все пишут, огромный пласт архивный изучает, дальше опрашивает живых, которые остались после этой войны. А тогда люди были в 50-х, 60-х годах, в живых оставались участники войны, которые могли очень многое рассказать, как это проходила эта борьба. Начать наш обзор мы решили по принципу хронологии. В 1958 году Идрис Базоркин пишет первую в ингушской литературе повесть «Призыв» о реальных событиях, произошедших во Владикавказе в начале 1918 года. Ингуши из числа всадников расформированной дикой дивизии в доме Симонова в центре Владикавказа обороняют имущество своего полка от в десятки раз превышающих наступающих сил белогвардейцев. Прибывший на подмогу отряд красноармейцев во главе с Хизиром Арцхановым спасает их от гибели в полузатопленном подвале. Повесть «Призыв» получила положительные отзывы критиков и нашла большой отклик у читателей. Вот этот однодневный бой очень ярко, четко описан, показано мужество ингушей, которые боролись с врагом. Спасает, опять-таки, этих людей в подвале, которые были залиты до горла, по горло в воде, отряд известного нашего командира партизанского отряда Арцханова Хизира. Арцханов Хизир тоже историческое лицо. Повесть Багаудина Зязикова «9 дней из жизни героя» о событиях гражданской войны на территории сел Икажево и Сурхахи написана в начале 1960-х годов. Главный герой произведения Мандри Нальгиев, очень уважаемый как в родном Сурхахи, так и за его пределами, 9 дней в одиночку противостоял многочисленным силам белогвардейцев, так и не дав им пройти через центр села. Долгое время деникинцы не могли понять, что ведут бой с одним единственным человеком. В повести нет ни малейшей доли вымысла. Она полностью основывается на реальных событиях. Этой книге мы, как уже говорилось выше, посвящали отдельную программу, в ходе работы над которой смогли узнать и рассказать читателям очень многое. Конечно, Багаудин приложил очень много усилий, очень много внимания, чтобы материала собрать больше, и этот материал как бы изложить в такой доступной форме и в то же время воспитательной своей книги. Он над этой книгой долго работал. Хотя повесть, она небольшая по объему, где-то там 8 или 10 печатных листов. Вот. Но она от начала до конца очень притягивает. Ее читаешь
захлеб, то есть не отрываясь от текста. Это тоже одна из особых черт для писателя – писать для людей в доступной форме и в то же время содержательно. «9 жизни героя» выдержала несколько изданий на русском языке и на ингушском. Дважды выходила в Москве на русском языке. Эта повесть была наравне с романом «Из тьмы веков» и с романом «Беки Онгиш» «Сыновья Беки». Эта повесть стояла на таком же уровне популярности. Тем более, когда люди знали, что Нальгиев Мандрей – это реальный герой, что это действительно был такой, это еще больше интереса вызывало. Ведь действительно, и я помню, в детстве мы долго спорили, было так, не было так. Мог один человек 9 дней противостоять вооруженным войскам, которые, в принципе, от многих ингушских сел камня на камне не оставили. Но потом выяснилось, с годами выяснилось, что все это была истинная правда. Роман Ахмеда Бокова «Сыновья Беки» – одно из самых любимых произведений ингушской литературы для многих читателей. Книга рассказывает о событиях, происходивших в Ингушетии перед Октябрьской революцией 1917 года и во время Гражданской войны. Значение произведения для литературы и читателя можно понять, лишь прочитав его. Роман был издан в 2 книгах. Первая книга вышла в 1967 году. Выходу второй долгожданной книги, который состоялся в 1969 году, предшествовал настоящий читательский бум. Читатели буквально заваливали издательство письмами. А когда произведение было издано на русском языке, отзывы читателей посыпались со всех уголков Советского Союза. И сегодня это произведение остается близким и понятным читателю. Особую ценность имеет и то, что книга изначально написана на живом ингушском языке со всем его богатством, своеобразием и силой. Очень большой роман, очень крупный роман на ингушском языке. И вообще-то первый на ингушском языке роман, насколько я, во всяком случае, Дахкильгов Ибрагим говорил, что это первая дилогия на ингушском языке. А вот роман Бокова «Сыновья Беки», он показывает становление, как простые ингушские крестьяне, простые парни, молодые ребята приходят в революцию, насколько сложен был их выбор, на какую сторону стать, какие идеологии сталкивались. Там Ахмед Боков очень подробно все это рисует, что там же не только просто, скажем так, сторонники советской власти и противники советской, там было огромное число и других течений. И что ингуши изначально и в подавляющем своем большинстве, безусловно, встали на сторону советской власти. Мысль написать роман, написать произведение, мысль показать эти события в истинном свете, его всегда, как писателя, эта мысль его преследовала. Ахмед Боков, конечно, непревзойденный знаток языка. Знаток языка не в том смысле, что он знал очень много слов, хотя, конечно, лексикон у него очень богатый. Но когда я говорю знаток языка, я имею в виду не лексикон, не количество слов, которые он знает на ингушском языке, а именно синтаксис, именно построение предложения, именно так вот его романы отличаются, если, ну, как я говорил, уже народностью языка, народностью взгляда. Вот у него эта народность во всем, и в языке, и во взглядах, и в мировоззрении, и так далее. И он освещает события, ситуации с точки зрения ингуша. Ахмед Боков еще как-то много раз подчеркивал, что он хотел бы, чтобы его роман читали на ингушском языке, на том языке, на котором он написан изначально. Роман «Волчьи ночи» Саида Чахкиева вышел в 1969 году на ингушском языке. Позже произведение было переведено на русский язык. Книга посвящена одному из ключевых событий гражданской войны 1919 года в Ингушетии – Далаковскому бою. Эта тема была для Саида Чахкиева не просто страницей истории родного народа, но и частью истории его семьи. В Далаковском бою участвовал его отец Идрис, погибли родные дяди по отцу Ибрагим
Ибрагим Хазбек. К написанию романа Саид подошел со всей ответственностью, в течение длительного времени собирая материал, тщательно анализируя полученные сведения. Писатель постарался отобразить не только названные исторические события, но и быт, традиции и нравы ингушского народа. Саид долго собирался, подбирал данные, искал материалы и в музеях, и среди многих своих известных людей, встречался с многими стариками, выезжал в села, встречался с участниками многими. И как он вспоминал Саид, говорит, когда, говорит, я, говорит, беседовал на эту тему со стариками, то у них, говорит, как у молодых, ярко, говорит, загорались глаза. Этот роман Саид писал еще и вспоминая рассказы своего отца, который тоже был участником Далаковского сражения. А два брата отца, Ибрагим и Хазбек, там и погибли, принимая участие в этом сражении. Кроме этого, были участниками этого сражения наши известные писатели, такие как Орсхом Альсагов, который принимал очень активное участие в этом бою, Дашлыко Духович Мальсагов, многие родственники. Ну, в общем, собирал материал Саид очень долго. И это в 1969 году он уже закончил работу над романом, и роман был издан на ингушском языке. В 1973 году роман вышел впервые на русском языке. Каждое из перечисленных произведений, безусловно, должно быть в списке обязательных книг, потому что здесь отображена не только подлинная история ингушского народа, но и его культура, быт, традиции и мировоззрение. Узнав о жизни наших предков, нам будет легче понять себя, найти правильные ориентиры и определить важнейшие ценности. Ведь история имеет свойство повторяться, а мысли и чувства людей неизменны на протяжении веков. Каждый читатель найдет в этих произведениях для себя что-то очень близкое, важное, заставляющее задуматься над извечными нравственными ценностями.